Шамшбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 8-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза БСШ. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки абазов» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСШ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и Абаза БСШ. Итак, мы с вами на сегодняшнем занятии выучим две пословицы на родном языке, вспомним, как образуются личные и притяжательные местоимения, и выполним одно несложное упражнение. Итак, приступим. Сначала у нас по плану пословицы. Пословицы на абазинском языке ажажпа. Да? Какие здесь интересные звуки мы встречаем? Во-первых, звук «ж», который встречается два раза. Да? Звук «ж» пишется как «ж» в. Чтобы нам с вами было легче запомнить, вот звук «ж» пишется как в слове «ж», корова, да? «Ж», вот, легко запомнить. Потом мы встречаем звук «к». Чтобы легче было запомнить звук «к», мы можем запомнить с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке как раз «к». Ажаж-ка. Поехали. Первая пословица. Бызша змам вахака яам. Бызша змам вахака яам. Итак, пока я разбираю эту пословицу, вы давайте записывайте, чтобы мы с вами не теряли зря время и для того, чтобы наши с вами уроки были максимально продуктивными. Итак, первое слово, слово «бызша». Какой мы видим здесь интересный звук? Звук «ш». Для того, чтобы нам с вами было легче его запомнить, я вам подготовила вот что. Смотрите, «ш» как в слове «шарах», олень. Да? «Бызша змам вахака яам». Теперь мы с вами запомним, когда мы захотим написать звук «ш», мы вспомним, что «ш» это как в слове «шарах», то есть «ш» в. Дальше. Вахака яам. Здесь еще интересный звук, звук «г», как в слове «гапн». Да? Давайте не забывайте, переписывайте пословицу, переписывайте слова. Все это нам с вами очень поможет, и мы быстренько продвинемся в изучении родного языка. Еще есть тут интересный звук, звук «к». Звук «к» это как в слове «кхлпа». Да? «Кхлпа». Очень легко теперь нам с вами запомнить этот звук «к», потому что «к» как «кхлпа», а пишется он как «х» твердый знак. Видите, как легко и просто мы с вами все разобрали. Конечно, здесь в этой пословице встречается еще звук «г», но это легко, да? Что такое «г»? Это и в русском есть. «Г» это «г», мягкий знак. А твердый знак я здесь выделила, потому что, помните, мы с вами проходили, как читается твердый знак. Читается он как твердое «а». Гяам. Гяам. Теперь давайте потренируем произношение. Бызша змам вахака гяам. Угу. Молодцы, повторяйте за мной, не стесняйтесь. Теперь еще одна пословица. Бзира зчпава, бзира даньяхит. Здесь какой интересный звук? Звук «т». «Т» как в слове «т», сова. Теперь, когда мы захотим вспомнить, как читается или как пишется звук «т», мы сразу вспомним вот эту сову, сразу вспомним «т» палочка, вот вам звук «т». Давайте теперь запишем эту пословицу. Бзира зчпава, бзира даньяхит. Кто делает добро, того ожидают добрые дела. Давайте записывать, не стесняйтесь. Бзира зчпава, бзира даньяхит. Кто делает добро,
того ожидают добрые дела. И звук Т пишется как в слове Т. Сова. Т – палочка, да? Легко и просто. Мы с вами это выучили. Пишите в комментариях. Вот переписывайте пословицу, пишите в комментариях для того, чтобы, во-первых, я видела ваш прогресс, а во-вторых, вы сами, вам будет легко именно здесь писать, не в тетрадках, нигде. Теперь, смотрите, пословицы мы с вами освоили. Давайте перейдем к грамматике. Вспомним, для того, чтобы нам с вами перейти к грамматике, сначала давайте вспомним, какие бывают местоимения. Да, местоимения бывают личные и притяжательные. Что такое личные местоимения? Давайте вспомним. Это местоимения я, ты, он, она, мы, вы, они. Да, легко. Притяжательные местоимения – это мой, твой, его, ее, их, ваш, наш. То есть те, которые отвечают на вопрос чей. Притяжательный, да, чей. Мой, твой. Итак, личные местоимения. Сначала разберем личные местоимения единственного числа. Итак, давайте будем писать в комментариях, чтобы мы с вами еще лучше научились владеть родным языком. Итак, сара – это я, вара – это ты, бара – тоже ты. Какая разница между словом вара и бара, если перевод один и тот же? Вара – это когда мы обращаемся к мужчине, бара – это когда мы обращаемся к женщине. Яра – это он, лара – она. Да? Давайте будем все это записывать в комментариях. Я пока не вижу, что вы пишете, но призываю вас писать. Сара – я, вара – ты, когда мы обращаемся к мужчине, бара – ты, когда мы обращаемся к женщине, яра – он, лара – она. Да? Давайте теперь повторим. Повторяйте за мной, чтобы нам легче было запомнить. Сара – я, вара – ты, когда мы обращаемся к мужчине, бара – ты, когда мы обращаемся к мужчине, яра – он, лара – она. Да? Молодцы. Молодцы. Теперь, когда мы с вами вспомнили, какие бывают личные местоимения единственного числа на абазинском языке, давайте вспомним, какие есть личные местоимения на множественного числа. Итак, хара – мы, дара – они, шара – вы. Хара – мы, дара – они, шара – вы. Значит, смотрите, какой интересный звук мы встречаем в слове шара. Мы встречаем звук ш. Сегодня мы с ним уже знакомились на занятии, да? Как нам легче запомнить этот звук? С помощью слова шарах. Шарах, олень, да? Теперь мы с вами должны раз и навсегда запомнить, что звук ш – это как в слове шарах. Ш – шарах. А как пишется звук ш? С помощью двух букв. Ш, в. Ш, в. Ш, шарах. Еще есть один интересный звук. Это звук х. Как нам легче его запомнить? С помощью слова ха, груша. Да? Ха, груша. А как же пишется звук х? Он пишется х, палочка. Итак, теперь давайте с вами повторим. Давайте порепетируем произношение. Я прочитаю, а вы за мной повторяете. Хара, мы, дара, они, шара, вы. В слове шара звук ш, шарах. Да? В слове хара звук х мы запоминаем с помощью слова ха. Х, ха. Теперь
Что у нас сегодня по плану? Сейчас мы с вами будем разбирать притяжательные местоимения. Прежде чем мы с вами приступим к этому вопросу, давайте вспомним, что такое притяжательные местоимения, чтобы точно с вами знать, о чем мы говорим. Притяжательные местоимения – это местоимения, которые отвечают на вопрос «чей», да? Мой, твой, его, ее, их, ваш, наш. Теперь смотрите, какая логика построения, значит, притяжательных местоимений. В абазинском языке притяжательные местоимения соответствуют личным местоимениям и образуются с прибавлением префикса к существительному. Видите, внизу табличка, вот префикс, к нему прибавляем существительное. На примере разберем, да? Вот скт. Где здесь существительное? Существительное кт беленьким, да, написано. Кт – это аул. То есть, чтобы сказать мой аул, мы к нему прибавляем префикс с. Вот. Префикс с. Получается скт. Значит, смотрите, скт переводится как мой аул. Это краткая форма. Есть еще полная форма, которая образуется с помощью путем прибавления личного местоимения. Видите, вот вверху зелененьким личное местоимение. Например, я, Сара, да? Сара скт – это тоже мой аул. Это просто полная форма. То же самое, что скт – это тоже мой аул, это краткая форма. Обе формы верные, просто есть полная и краткая. Теперь давайте разберем подробно каждое местоимение. Как сказать мой аул? Да, еще раз. Сара скт – мой аул. Давайте запишем. Сара скт – мой аул. Значит, сара в этом случае это личное местоимение. Скт – это префикс плюс существительное. Вот так мы получаем мой аул. Молодцы. Записывайте. Теперь давайте подумаем, как сказать твой аул. Твой аул по отношению к девушке. Значит, сначала мы вспоминаем, давайте сначала потренируем полную форму, да? Как сказать ты на абазинском языке по отношению к женщине? Бара, да? Бара. Значит, чтобы сказать твой аул, мы берем, значит, префикс, в данном случае это префикс б, прибавляем к существительному кт. Кт – это аул. Получается бара кт. Будет правильно, если мы скажем просто кт, тоже твой аул, это просто краткая форма. А полная форма звучит как бара кт. Бара кт, твой аул. Теперь, как сказать твой аул по отношению к мужчине? Как сказать вообще ты по отношению к мужчине на абазинском языке? Мы говорим уара. Да? Как сказать твой аул? Мы берем префикс у, прибавляем к существительному кт, который означает аул, и получаем укт. Укт – это уже твой аул по отношению к мужчине. Это просто краткая форма. Если мы хотим воспользоваться полной формой, то мы говорим уара укт. Уара укт. Видите, ничего сложного нет. Легко это все запомнить. Просто немножко надо какие-то принципы усвоить, логику построения этих конструкций. И дальше все у нас с вами пойдет очень легко и непринужденно. Итак, уара укт – это твой аул. Теперь, как сказать ее аул? Чтобы сказать ее аул, мы должны вспомнить, как сказать она на абазинском языке. Да? Она – это лара. Лара, как сказать ее аул? Мы берем префикс л в данном случае, прибавляем к существительному кт, получаем лкт, да, краткая форма. Лкт – ее аул. Либо полная форма. Лара лкт – ее аул. Лара.
она, лкт, ее аул. Полная форма этого притяжательного местоимения лара лкт. Да, не забывайте писать в комментариях. Все вновь прибывшие слушатели. Очень жду, что вы будете писать в комментариях, что мы будем с вами плодотворно проводить сегодняшние занятия, как и все предыдущие. Лара лкт, ее аул. Теперь давайте вспомним, как сказать наш аул. Наш аул. Как сказать мы на абазинском языке? Мы – это хара. А как сказать наш аул? Мы берем префикс х, прибавляем существительное кт, получаем хкт. Хкт – наш аул. Да? А чтобы нам с вами использовать полную форму, то мы говорим хара хкт, наш аул. Опять мы встречаем здесь звук х, для того, чтобы мы с вами его еще раз потренировали. Вот мы вспоминаем, что х это звук как в груше, да, х, ха. Пишется звук х как х, палочка. Еще раз вспомним, как сказать наш аул, повторим. Хара хкт, наш аул. Хара это мы. Хкт это наш аул, который образуется с помощью префикса х и с помощью существительного кт. Вот и получается хара хкт. Дальше. Шарашкт, то есть ваш аул. Как сказать ваш аул? Сначала мы вспоминаем, как сказать вы на абазинском языке. Вы на абазинском языке шара. Шара. А как сказать ваш аул? Мы берем префикс ш, прибавляем к существительному кт, получаем шкт. Это уже все правильно у нас получилось. Шкт это и есть ваш аул. Если мы хотим воспользоваться полной формой притяжательного местоимения, то мы говорим шара-шкт. Уже все, видите, полная форма шара-шкт, краткая форма шкт. Здесь какой звук нас интересует? Звук ш привлекает наше внимание, да? Звук ш, как в слове шарах. Шарах это олень. Звук ш пишется как ш в. Шв, ш, ш. Шарах. Как сказать их аул? Их. Для того, чтобы сказать их аул, нам с вами сначала надо вспомнить, как сказать они на абазинском языке. Они на абазинском языке дара. Дара. А как сказать их аул? Мы прибавляем префикс. В данном случае префикс не совпадает с первым звуком личного местоимения, да, то есть если мы говорили хара, хкт, то префикс был такой же, как вот х, хара, и мы этот звук прибавляли к слову кт, потому что это существительное. Здесь начинается личное местоимение со звука д, но префикс, который мы прибавляем к существительному, это звук р, буква р. И чтобы сказать их аул, мы говорим ркт, ркт. Чтобы использовать полную форму притяжательного местоимения, мы говорим дара ркт, их аул. Дара ркт, их аул. Угу. Вот молодцы. Повторили мы с вами местоимения, повторили мы с вами личные местоимения, повторили притяжательные. Теперь давайте перейдем к упражнению. Упражнение на абазинском языке ачарышцара. Ачарышцара. Давайте запишем в комментариях слово ачарышцара. Ачарышцара. Какой звук здесь нас интересует и привлекает наше внимание? Это звук ч. Звук ч, как в слове ч, лошадь. Да? Как пишется звук ч? Как две буквы вместе. Т, ш. Ч. Ч это лошадь. Пишется как т, ш. Итак, как сказать я
работаю на абазинском языке. Давайте будем записывать и сразу запоминать. Мы сейчас будем с вами распрягаем глагол работать. Итак, я работаю. Сара санхит. Сара санхит. Есть полная форма, да, этого выражения «я работаю», «сара санхит». Также может быть использована краткая форма «са санхит». Обе формы верны. «Сара санхит», «са санхит». Итак, здесь звук «т» привлекает наше внимание. Мы его можем запомнить с помощью слова «т», «сова», «т», «т», «сова». Звук «т» пишется как «т» палочка. Это очень легко запомнить, да? «Т» пишется как «т» палочка. Сара санхит. Са санхит. Обе формы правильные. Одна полная, другая краткая. Как сказать «ты работаешь» по отношению к мужчине? Вара унхит. Либо ваунхит. Полная форма и краткая форма. Вараунхит. Ваунхит. Опять давайте закрепим этот звук «т», который нам встречается здесь, с помощью совы. Да? Сова на абазинском языке «т». Как пишется звук «т»? Как «т» палочка. Да? «Т» палочка. Смотрите, как сказать «ты работаешь» по отношению к мужчине? Вараунхит. Либо ваунхит. Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке это «т». Пишется звук «т» как «т» палочка. Как сказать «ты работаешь» по отношению к женщине? Бара бнхит, либо бабнхит. Да? Обратите внимание, что вот, например, как мы говорим, вот ты работаешь, да? Мы берем местоимение «ты» по отношению к женщине, бара. Потом мы берем глагол «работать». И чтобы сказать, что именно она, женщина, да, работает, глагол «работать», во-первых, «нхара», да, мы берем префикс «б», соединяем с глаголом «нхара», то есть вот он корень «нхара», и заканчиваем слово с помощью частички «т». Бара бнхит, бабнхит. Полная и краткая форма. Теперь, как сказать «он работает»? Я раденхит. Опять звук «т», да? Мы теперь его уже узнаем и легко запоминаем. Звук «т» – это «т» палочка. Яра денхит. Яра денхит. Он работает. Здесь нет краткой формы. Она работает. Лара денхит. Либо ладенхит. Давайте будем писать в комментариях. Ла денхит – это краткая форма. Полная форма лара денхит. Она работает на абазинском языке. Это лара денхит. Либо краткая форма ла денхит. Да? Теперь, как сказать «мы работаем»? Мы работаем. Хара – это мы, да? Ханхит – это мы работаем. Ханхит. Либо краткая форма ха ханхит, тоже верная. Хара ханхит, ха ханхит. Хара ханхит, ха ханхит. Здесь, значит, смотрите. Опять интересный звук «х», который мы с вами обязательно сегодня, наверное, выучим с помощью слова «ха», груша, да? Звук «х» пишется как «х», палочка, «х», «ха», «х», палочка. Звук «т» пишется как «т», палочка, «т», палочка.
Значит, хараханхит, либо хаханхит. Все это переводится как «мы работаем». Теперь, как сказать «вы работаете»? Шара шанхит, либо шашанхит. Да? Вы работаете. Значит, вы на абазинском языке это шара, работаете в данном случае шанхит. Шанхит. Либо краткая форма шашанхит. Шашанхит. Какие звуки здесь нас интересуют? Звук Ш. Мы видим, что пишется звук Ш как две буквы Ш, В. И еще мы встречаем здесь звук Т, который пишется как Т, палочка. Значит, как мы с вами запоминаем звук Ш? С помощью слова шарах. Шарах – это олень. Ш – шарах. Звук Ш пишется как Ш, В. Звук Т мы запоминаем с помощью слова Т. Сова. Т – сова. Звук Т пишется как Т – палочка. Значит, Ш – шарах, Ш – В пишется, да? Т – палочка пишется. Еще раз. Вы работаете. Как надо сказать на абазинском языке? Шара шанхит. Шара шанхит. Либо краткая форма. Ша шанхит. Ша шанхит. Теперь, как мы скажем, они работают. Они работают. Дара янхит. Дара янхит. Либо дара нхит. Видите, как тут интересно? Значит, краткая форма в предыдущих была, краткая форма местоимений имелась в виду. Например, хараханхит, хаханхит. А здесь глагол может использоваться немножко в разных формах. Да? Дараянхит, либо даранхит. Обе формы верные. Давайте запишем дараянхит, либо даранхит. Опять мы встречаем здесь звук Т, который пишется как Т-палочка. Да? На сегодняшнем занятии этот звук встречался нам неоднократно, поэтому, думаю, теперь вы с легкостью его будете узнавать. И когда захотите его написать, он сам вам придет на ум. Итак, как мы говорим, они работают на абазинском языке? Дараянхит, либо даранхит. Звук Т пишется как Т, палочка. Теперь, смотрите, давайте с вами повторим. Вот вам такая табличка небольшая. Давайте попытаемся вспомнить, как сказать «я работаю». Я работаю. Давайте я вам подскажу. Начинаем с местоимения. Да? Местоимение «я» на абазинском языке. Сара. Как сказать «я работаю»? Подумали, а я вам говорю ответ. Сара санхит. А вы пишите в комментариях сразу же то, что вы, ваш свой вариант. Значит, я работаю. Сара санхит. Как сказать «ты работаешь» по отношению к мужчине? Давайте подумаем. Не торопитесь, подумайте, вспомните. Значит, с чего мы начинаем строить такую фразу? Мы начинаем строить ее с местоимения. Местоимение «ты». Да? Местоимение «ты» в случае, когда мы обращаемся к мужчине, это «вара». Значит, мы начинаем это выражение со слова «вара». «Вара» что? «Вара ванхит». «Вара ванхит». Угу, молодцы. Теперь, как сказать «ты работаешь» по отношению к женщине? Ты работаешь. Начинаем мы с того, что вспоминаем, как сказать «ты», когда мы обращаемся к женщине. Это бара, да, местоимение бара. Как мы говорим? Бара банхит.
бара бенхит. Как сказать он работает? Он работает. Значит, опять давайте начинаем с местоимения. Местоимение он на абазинском языке это яра. Что же дальше происходит? Начинаем с местоимения яра. Яраденхит. Вот как нужно говорить на абазинском языке. Он работает. Яраденхит. Он работает. Как сказать она работает на абазинском языке? Значит, тут мы вспоминаем подсказку, да? Начинаем с местоимения. Местоимение она на абазинском языке это лара. Лара. Значит, лара денхит. Лара денхит. Это она работает. Лара денхит. Она работает. Угу. Молодцы, молодцы. Отлично у вас получается. Как сказать мы работаем? Мы работаем. Давайте подумаем все вместе. Мы работаем. Начинаем мы с того, что говорим, вспоминаем, как сказать мы на абазинском языке. Да? Мы на абазинском языке это хара. Хара. Звук х, как в слове груша, помните? Х, хара. Хара ханхит. Хара ханхит. Вот как мы говорим, мы работаем. Как сказать вы работаете? Вы работаете. Вы работаете. Начинаем с местоимения вы, да? Местоимение вы это шара. Шара. Значит, шара шанхит. Шара шанхит. Угу. Молодцы, пишите, пишите. Шара шанхит. Это мы говорим вы работаете. Как сказать они работают? Они работают. Они на абазинском языке это дара, да? Значит, дара янхит. Дара янхит. Дара янхит. Угу. Молодцы. Молодцы. Отлично сегодня поработали. Вот сегодня мы с вами выучили две пословицы на родном языке. Вспомнили, что такое личные и притяжательные местоимения. Повторили, как они образуются на родном языке. И сделали упражнение, да, поспрягали глагол «работать». Вот, так что молодцы, отлично поработали. Еще раз хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки абазов» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях и на канале YouTube. Подписывайтесь на группы Абаза Бызжа и Алашара, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах абзира пашимас.